Соглашение между правительством республики и компанией «Лукойл» до 2019 года подготовлено, исходя из сегодняшних экономических реалий. Оно абсолютно рабочее и абсолютно выполнимое. Об этом накануне в Усинске заявил Вячеслав Гайзер на брифинге для журналистов, который организовали после подписания документа. А до этого глава Коми и президент «Лукойла» приняли участие в торжественном открытии новой установки по очистке и гранулированию серы. Светлана Некрасова сообщает подробности. Все в дело. Баиндыское месторождение работает именно по такому принципу. Нефть здесь доводят до товарного качества первой группы, попутную воду закачивают в систему поддержания пластового давления, попутный газ очищают и направляют на Усинский перерабатывающий завод. Еще одна особенность месторождения – повышенное содержание серы. Ей тоже нашли применение. С помощью специальной современной установки вещество будут очищать, гранулировать и направлять на нужды химической промышленности. Мощность объекта – 52 тысячи тонн серы в год. Старт работе агрегата дали Вячеслав Гайзер и Вагит Аликперов. Позже в Усинске глава Коми и президент «Лукойла» подписали очередное соглашение о сотрудничестве, на этот раз до 2019 года. Его социальная часть предусматривает поддержку нефтяным гигантам молодых талантов, строительство спортивных, культурных и образовательных учреждений, причем в зоне ответственности компании не только муниципалитеты, где работает «Лукойл», но и вся территория Коми. Основными пунктами производственной части документа стали обеспечение налоговых платежей, развитие инвестиционных проектов, природоохранная деятельность. Вот это соглашение, которое мы сегодня в очередной раз подписали, дает и понимание, и уверенность в том, что действительно вот те производственные программы, планы, о которых, собственно, компания заявляет, и сегодня вот Вагит Юсуфович рассказывал, они не просто будут воплощаться в жизнь, а они идут с постоянным приростом, что, соответственно, дает возможность республике в целом увеличивать и добычу, и переработку нефти. Появляются новые объекты, это, соответственно, увеличивается и налогооблагаемая база республики. Соответственно, дает, в конце концов, просто уверенность, да, в стабильном развитии республики. Вагит Аликперов, в свою очередь, заявил, что его компания отреагировала на падение мировых цен на нефть. «Лукойл» принял антикризисный план. Он предусматривает, что среднегодовая цена барреля черного золота будет $60, а также на 10% сократил бюджет своих инвестиционных программ. Речь идет, например, о геологоразведке. Впрочем, нашего региона секвестр не коснется. По Тимано-Печоре сокращение инвестиций не происходит. Не происходит сокращение количества работающих, потому что мы вводим новые объекты, вводим новые скважины, мы подготавливаем новые месторождения к вводу в эксплуатацию. Поэтому здесь у нас остается стратегический центр инвестиционный. Мы будем продолжать здесь активно свою деятельность. В 2015 году «Лукойл» намерен добыть на территории республики 11 миллионов тонн нефти и 700 миллионов кубометров попутного газа. По инициативе Вячеслава Гайзера компания закрепит рабочие места за своими специалистами, которые были призваны на военную службу, а также трудоустроит около 80 молодых специалистов. Кстати, при приеме на работу нефтяной гигант по-прежнему будет отдавать предпочтение жителям республики. Светлана Некрасова, Николай Богданов, Алексей Серов, телеканал Юрган, Усинск.